Вряд ли есть на свете человек, который бы без волнения вспоминал свои первые детские книги, будь то сказки Пушкина или повести Льва Кассиля, Аркадия Гайдара. То первое чувство удивления, увлечение сюжетом, узнавание жизненных ситуаций, расширение горизонтов собственного мира практически знакомо каждому. В советское время книга была одним из мощнейших факторов формирования личности, человека нравственного и богатого духовно. И быть по-другому и не могло, поскольку русская классическая литература, произведения якутских классиков призывали к добру, чести и служению родному народу. Каждый из нас в юности замирал над строчками Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Константина Симонова, Владимира Солоухина, Алампа, Семена Данилова, Ивана Гоголева и многих других, найдя в них отражение своих первых робких чувств, а позже уже Василий Шукшин, Валентин Распутин, Юрий Бондарев. Словом, литература сопровождает нас по всей жизни, и нет, наверное, человека, который бы мог прожить без художественной литературы, без этой сокровищницы опыта и знаний всего человечества. Между тем, мы прекрасно знаем, что на каком-то этапе эта прекрасная традиция сверяет свои помыслы и стремления с самыми высокими нравственными принципами, заключенными в классической художественной литературе, стала угасать. В связи с коммерциализацией издательского дела на первый план стали выходить книги, однодневки, легкое чтиво. Это ничего не дающее ни уму, ни сердцу литература набирает, к сожалению, обороты и почти оттеснила настоящую литературу. На затворках книжных магазинов стоят книги классиков нашей отечественной литературы. Это явление тут же отразилось на мировоззрении нашей молодежи. Многие молодые чиновники не читали ни «Войну и мир» Толстого, ни «Саскика Аммачигая». Самые высокие нравственные ценности подвергаются сомнению. Это чревато эпидемией бездуховности. И первые сигналы нашего общества уже сегодня получает. Это жестокие отношения между детьми, пренебрежение родительскими обязанностями и наоборот, когда взрослые дети не выполняют своего долга перед родителями, пропаганда насилия и секса, принимаемая молодежью за настоящую жизнь. За эти годы разбивается и образ Родины, надежной, единственной, за которую и жизнь отдать не обидно. И потому одной из самых важных задач года литературы является возрождение интереса к книге, к произведениям классической литературы. Книга добрая и мудрая должна войти в этом году в жизнь нашего молодого поколения, стать другом и советчиком. Наша общая задача сделать уроки классической литературы самым действенным инструментом формирования духовного мира молодых людей 21 века. Сегодня проводится такой вечер, он связан с проведением и признанием 2015 года, года литературы. И, конечно, этот год, он должен дать определенный стимул для всех, для школьников, для взрослых, для учащихся, для студентов. То, что литература сегодня – это то духовное, которое для нас очень важно. И, конечно, мы сегодня хотели бы все послушать литературные произведения в рамках свободного микрофона, послушать стихи наших писателей, Республики Саха-Якутия, писателей Российской Федерации. Думаю, что вечер предстоит очень интересный.